Салам алейкум, Сюдикюэда, приветствую, друзья. Аят Машвовой. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Сегодня 16 августа 2025 года, 19 часов 1 минута по центральноевропейскому времени, 20 часов 1 минута по городу Джохаро. Сегодня у нас 149-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, которые назвали итоги встречи Трампа и Путина на Аляске. И вторая тема, как обычно, мы обсудим время Чеченской Республики Ичкерия. Стрим у нас идет на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в Телеграм и на YouTube-канале Реалити и на канале TikTok Аслан Арцуев. Друзья, все, кто хочет принять участие, пишите комментарии, задавайте вопросы, либо непосредственно заходите в Телеграм и там сможете принять участие в нашей беседе. Либо задавайте вопросы Аяду Идигову, сопредседателю Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, и я их зачитаю. И, Аят, сразу передаю вам слово. Пожалуйста, вам слово. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы говорим о той знаменательной, так сказать, встрече, которая состоялась в Аляске на территории Соединенных Штатов Америки. Я вот по своему так вот разумею решил разделить его как бы на три части. Это общее значение для всего мира, какое имеет эта встреча, какое имеет это значение, в частности, для Украины и Европейского Союза. И, конечно, какое это имеет значение для чеченского народа и оккупированной ее территории, и тех территорий, которые были захвачены Российской Федерацией Россией еще в 1992 году при развале Советского Союза. Ну, начнем с того, что встреча состоялась, и к этой встрече долго шел Трамп, так скажем, под разными такими своими, ему одному известными заявлениями, его вот желанием установить мир, потому что мир он мог установить, как он говорил, в течение 24 часов, недели, 2 часов, потом 2 недели, как мы знаем, 50 дней и все такое, и такое. Как бы он ни старался это сделать, что бы он не хотел делать, все приходили к выводу тому, что Трамп чуть ли не агент Путина, что он ничего не хочет делать, а так мы можем, конечно, рассуждать и так, кто желает, а с другой стороны, я это понимаю с такой точки зрения, что, придя к власти, Трамп хотел и хочет остановить эту войну и решить этот вопрос мирным путем, чтобы оно не дошло до уровня, так скажем, мировой войны или, хуже того, атомной войны. Вот как сейчас вот эта вот ситуация должна была якобы разрешиться, когда вот они встретились там в Аляске и поговорили. Ну, здесь очень много разных рассуждений о том, о сём. Везде и всюду пестрят эти 2 дня, что и как, кто виноват, кто не виноват, почему и как, и все. Конечно, первое это то, что действительно на самом деле Трамп сделал, собственно говоря, он легализовал этого военного преступника, который убивал наших людей, я имею в виду граждан Чеченской Республики до 300-250 тысяч человек, из них около 42 тысяч детей, убивал грузин, убивал молдаван, убивал, конечно, и украинцев в 2014 году и продолжал это делать, до сих пор продолжает делать.
И несмотря вот на такую вот ситуацию, Трамп так или иначе, вот с моей точки зрения, если рассуждать, подходить к этому вопросу, ну, с планетарной, так скажем, точки зрения, то получается, что он пытается как-то это сделать. В то же время, конечно, он это подводит там на экономическую основу, еще какие-то другие примеры он приводит, необходимые для того, чтобы вот если это будет он решать, то тогда и мир установится, и экономика, и все будет тишь да благодать, и мир будет спокоен. Но, как мы видим, при всем при том, что бы то ни делал, Трамп, мы видим, что легализация или, скажем, возможность подарил, собственно, как говорят, иллюзию возврата в международное сообщество, этот преступник, так скажем так, со стороны Трампа, значит, совершено. Но, с другой стороны, он надеялся, видимо, даже за счет этого сделать такое, чтобы он там сказал: да, я заканчиваю войну, да, я это готов сделать, давай какие-то вот такие условия давайте сделаем, пригласим Зеленского. Трамп даже говорил: я готов пригласить там сейчас, давайте пригласим третьим, это даже, по-моему, там находясь говорил, я пригласить, давайте позвоним, и Зеленский сюда прилетит, если сейчас я точно, если не ошибаюсь. Но мне показалось так, когда я слушал это все. И вот что мы видим? В итоге, после стольких вот этих встреч, по итоге, после того, как они договаривались те или иные вопросы там обсудить в начале, так, или Трамп хотел посмотреть в глаза Путину повторно, что получается? Что Трамп пригласил Путина, и в то же время у его там самолюбие удовлетворено. А на самом деле даже в это время он даже не прекращает войну, он засылает на территорию Украины военные ракеты, убивает людей. Его армия пытается воспользоваться этим вопросом, продолжает продвигаться вглубь Украины. Хотя там тоже, значит, у него это обманные пропагандистские приемы, потому что украинцы говорят, что это не так. Есть какое-то продвижение, но не такое, как они, мол, там говорят. Если здесь они продвинулись, то в другом месте, значит, они там, им пришлось отодвинуться, назад сдать, и украинцы забирают свои территории. Собственно говоря, территория, о которой идет речь, она практически стоит на одном месте. За эти 3 года Кремль ничего не может сделать в военном отношении, демонстрирует несоответствие своего желания и возможности своей армии, и все это очевидно. В этой ситуации вот Запад, конечно, внес большой вклад в то, что сейчас он взялся или вносит в то, что он берется за то, чтобы помогать Украине, понимая, что после Украины будет и Запад. Потому что Путин – это имперец, потому что Путин, он не остановится, его остановка равносильна тому, что ему придет, как говорится, политическая смерть. Если не физическая, то политическая смерть. Потому что он начал это дело, потом ему надо отвечать перед своим окружением, перед народом, как он говорит, который он внес в голову пропаганду, что они чуть ли не все, весь мир против них, и он хочет решать эти проблемы. Получается ли у него это? Да, отчасти да, получается. Почему это происходит? Что здесь такое вот интересно, значит, может быть, что в этих условиях современного международного права такая вот ситуация разворачивается. Конечно, в этом виноваты и те, кто здесь жестко не проводит определенную линию. В этом виновата и та, вот, скажем, ситуация, которая складывается с точки зрения международного права, что нет конкретики. В этом виноваты, что есть 5, скажем, стран, членов Совета Безопасности ООН, которые могут наложить вето на любое решение, если оно им не угодно. И что интересно, 2 страны, там Китай и Россия, это диктаторские режимы, это фактически
люди, которые сидят у власти, это люди, которые могут любое дело, как говорят, заблокировать. И любое, я имею в виду справедливое и нормальное дело с точки зрения, они могут заблокировать. И в то же время здесь есть еще и другие моменты. Дело так складывается, что в мире вот есть международное право, оно хорошее, оно имеет свои недостатки, но вопрос в том, что это международное право, наличие его не говорит о том, что другие, кроме вот больших этих стран, которые я называл сейчас, и еще некоторых стран, остальные небольшие страны по территории и по численности населения, они фактически находятся вот в таком совершенно незащищенном состоянии. Я имею в виду, вот возьмите, к примеру, возьмем нашу Чеченскую Республику Ичкерия, которая в 1991 году в рамках современного международного права создала свое государство, и на это государство, именно эта Российская Федерация Россия, которая была создана сама незаконным способом, путем захвата территорий других новых государств, которые должны были создаться, фактически захватом этих территорий, эта страна, эта Российская Федерация Россия, совершил у себя переворот в своей стране, а затем еще вписала новую конституцию, которая оказалась совершенно неприемлемой с точки зрения международного права. И мир весь остальной, собственно говоря, молчит. Молчит почему? Потому что тот или иной вопрос, который решается таким образом, что если любая, допустим, страна большая, она может сегодня с внешней стороны нападать и захватывать чужие территории, то это значит, что это международное право, оно и принцип международного права, устав, он действует очень-очень слабо в этом отношении. Это международное право должно быть для всех, не только, скажем, для Америки, Китая, России или других больших стран, но и для, скажем, таких стран, как Чеченская Республика, Ичкерия. Слово сказать, на территории современного мира около 40 стран, которые по числу населения и по территории меньше даже нашего государства. И наше государство было создано в рамках международного права. Нашу страну, наш народ пытались оклеветали со всех сторон, и эту пропаганду проводят. Теперь мы видим, что это же самое происходит примерно вот в отношении, ну, скажем, других стран, я имею в виду сегодня и Украины. Украина – это одна из самых больших стран на территории Европы, по территории, я имею в виду площади, самая большая, в числе даже всех европейских стран, и то она тоже вот так вот подвержена вот этому давлению, и мы не можем никак вот с вами увидеть, чтобы эту страну вовремя защитили, и все принятые документы, все принятые, скажем, условия установления мира, чтобы не было войны, чтобы соблюдались. Почему? Потому что в Совете Безопасности сидит Российская Федерация России. По какому праву она сидит там? Они уже заявляют о том, что они вот неправильно развалили Советский Союз, что Советский Союз нужно его восстановить. Путин пытается, значит, завести разговор о том, что сам развал Советского Союза был несправедлив, и он эти условия сегодня ставит, находясь и в Аляске. Мы с вами видим. Он говорит, что нам нужно вернуть, чтобы была стабильность и безопасность нашего государства. Какого государства? Государство, которое является диктатором, государство, которое каждый день убивает и своих граждан, так скажем, граждан своих, если можно сказать, этой страны, и государств других стран. Это неприемлемо с точки зрения морали, логики и международного права. Что же делать с этим? Сегодня на острие этого противостояния стоит сегодня Украина и украинский народ. Они делают все для того, чтобы продемонстрировать остальному миру, что они не согласны с этим положением и готовы бороться и дальше идти для того, чтобы изгнать этого противника, эту империю с территории своей страны. Однако это не получается,
в силу ряда тех причин, которые мы с вами знаем. И что же делать? Теперь Украина вот в такой ситуации, даже за спиной у самой Украины, они там пытаются решить проблему украинского народа. Это не получается все равно, потому что по Конституции Украины это невозможно сделать. Там обменять территорию, которую они захватили, на ту территорию, которую они, украинцы, захватили. Всякие какие-то смешные вещи, до безумия, бессовестные вещи утверждают эти, скажем, имперцы, эта власть. Она так это будет творить и пытается утвердить это положение в мире. Мы с вами понимаем. К великому, как говорится, сожалению, до этого времени, можно сказать, это не понимали и западные страны, хотя они цивилизованные, продвинутые, но они слишком успокоились и думали, что больше это не повторится, как это было в 1939 и раньше годах Первой и Второй мировой войны. Нет, оно, видите, сейчас пришло снова. Нельзя успокаиваться и нужно с этим бороться. Ну, одним словом, такая ситуация, что сейчас то, что случилось сегодня или вчера, скажем, в Соединенных Штатах Америки, на Аляске, это был, собственно говоря, проигрыш со стороны Соединенных Штатов Америки, не в физическом, не в политическом плане, а то, что они позволили этому, скажем, подарили иллюзию этому преступнику выйти на международную арену и действовать. Якобы он действует справедливо, потому что весь мир проникается этому мнению, и все народы, люди думают, если вот такая вот несправедливость и с этим преступник считается, что же делать остальным народам? Тем народам, которые находятся сегодня под пятой у Российской Федерации, России, которые незаконно были втянуты, тот народ, который наша территория, которая оккупирована, те, скажем, Азербайджан, Грузия, Армения и наши оккупированные территории Чеченской Республики, что же делать нам? Значит, вопрос встает, что необходимо решать эту проблему в глобальном масштабе. Что для этого делать? Вот вокруг этого и крутится вот эта вся ситуация. И то, что сегодня Трамп там, значит, говорит нам после этого, этому практически, можно сказать, до конца мы не должны этому верить. Почему? Потому что то, что говорит Трамп, он имеет хорошие намерения, видимо, по своему мнению, но в то же время на деле, в делах у него это как-то иначе разыгрывается. Поэтому мы надеемся, что президент Соединенных Штатов Америки все же придет к какому-то заключению и как они будут действовать. Теперь мы знаем, что президент Трамп пригласил к себе в Штаты, пригласил президента Украины, он уже летит туда, в понедельник будет, и они будут обсуждать итоги этих встреч. Видимо, там на личных встречах, там они что-то обговорили. Как это все будет выглядеть, ясно будет только после этого. Но ясно другое, что если мы позволим современное международное право, которое принято, его пошатнуть, позволим в этой ситуации этим диктаторским режимам подняться и стать над, скажем, этими правилами и принципами, то может все рухнуть и может так случиться в конечном итоге, все может разрушиться и может прийти к мировой войне. Я это говорю не потому, что я этого желаю, но потому что там ход событий, сама эта ситуация, как бы, значит, выглядит в таком направлении, продвигается. Здесь нужны какие-то определенные моменты, которые нужны, задачи, которые надо решать совместно всем странам, скажем, западного и восточного мира. Я на этом сейчас закончил. Если вопросы, ответы у нас, давай, Аслан. Я уже почти 20 минут говорю. Давайте, Аслан. Спасибо, Аят. Аят, вот, может быть, как раз и хотят нарушить мировой порядок, и для того, чтобы, как говорится, разрушим, а затем мы новый мир построим на обломках самовластия, напишут наши имена. Новый мировой порядок строят именно разрушая предыдущий, добивая его, максимально делая все возможное. То есть
понимая, что отвечать не придется, максимально захватывать права или территории, интересы, потому что наступит новый мировой порядок, и вот после него придется уже соблюдать. И мы реально уже катимся к Третьей мировой войне, от которой уже ничто нас не спасет. Ну, здесь очевидно, что это так, потому что они заявляют, это глава руководства этой Российской Федерации заявляет, что они хотят восстановить Советский Союз, историческую Россию. Когда они говорят про историческую Россию, они говорят не только о территории Советского Союза, но даже те территории, которые были еще при царской России. Вот на что они замахнулись, вот на что они надеются. Они надеются, почему? Потому что они засиделись в этих, скажем, кабинетах верхней власти, и если дальше они так будут проживать, им как-то надо показывать, что они что-то делают, а когда народ в этой ситуации, мы видим, нищенствует практически, в самой России, я имею в виду, так? И им что-то надо делать, они, значит, ведут вот эти какие-то ходы, делают, поднимают какие-то патриотические лозунги, говорят, что на них хотят напасть, обвиняют во всех этих делах то на евреев, то чеченов, то теперь украинцев, то бандеровцев, все что угодно. Они говорят, в конечном итоге все виноваты, кроме их. И поэтому, конечно, они к этому стремятся. И война для них – это спасение, собственно говоря, для тех, кто находится вверху. Вот такая вот ситуация складывается. И они хотят именно это. То есть, если сейчас им это не удастся, то одну кроху захватили, там другую кроху, там по частям, они хотят продвигаться и тем самым утверждаться у власти, которая есть, и утверждать ту систему власти, которая есть в этих диктаторских режимах. Спасибо, Аят. На встрече между США и Россией вот, на Аляске присутствовал один только лишь министр обороны России. Все остальные были министр финансов, министр по инвестициям, там вот этот Кириллов, по-моему, Кирилл Дмитриев или Дмитрий Кириллов, который, кстати говоря, как утверждают некоторые американские эксперты, лоббировал давным-давно программу по созданию туннеля между Чукоткой и Аляской. Почему, говоря об Украине, говоря про Украину, все время нам столько говорили, и в итоге приехали люди, которые не имеют ни к войне практически никакого отношения. Министр – это фактически не генеральный штаб, не начальник генерального штаба, а такая, скажем так, финансовая какая-то, экономическая больше должность. Почему не было вот таких людей? Как вы считаете? Ты имеешь в виду в американские, да? Нет, то, что вот со стороны России приехали экономисты. Даже Трамп сказал, вот я вижу много экономистов. Но дело в том, что они-то хотели здесь вопрос весь свести к тому, что решать, мол, глобальное значение там мира экономически, а вопрос Украины сделать второстепенно, как составляешь. А здесь получилось, что вопрос так стал, что если не решается вопрос Украины, остановить войну, приостановить ее. Ведь он же обещал, то, собственно говоря, Трамп уже сколько раз просит его остановить войну, он ни на один день не останавливает его. И это в этом смысле там, вот, видимо, вот произошло то, что произошло, и стал вопрос о том, что бы там Трамп не делал, Трамп оказывается как бы в битой ситуации, чтобы он не пытался. То есть вопрос при остановлении войны здесь никак вот с ним не соглашается Путин и все время пытается продвинуть свою вот эту вот военную платформу. Вот. Поэтому здесь вот это произошел, с моей точки зрения, вот этот вопрос. Там же еще вопрос стоял о том, что по приезду они будут говорить, как говорится, один на один, тет-на-тет. И это даже они отменили, этот Трамп, и они решили там 3 на 3 говорить. То есть здесь получилось, что в конечном итоге вопрос об приостановке или войны,
или перемирие стало первым вопросом для того, чтобы решать вот эти экономические вопросы. Эти приехали с решением этих экономических вопросов, как бы, значит, завлечь Америку для этих целей, что такое, я так полагаю, так? А здесь вот самолюбие президента и, скажем, самих Соединенных Штатов Америки задето. Сколько может президент Соединенных Штатов Америки говорить, давайте, значит, остановить войну хоть на неделю, хоть на месяц, на 30 дней. Мы же видим это все. А он все не, это ничего. А Трамп все не решается этот вопрос окончательно разрулить, потому что здесь это связано со всей экономикой Соединенных Штатов Америки. Если он будет, скажем, санкции налагать на те или большие страны, то автоматически это может отразиться и на экономическом состоянии самих Соединенных Штатов Америки. То есть это нужно делать как-то продуманно. Я думаю, вот с этой точки зрения так и получилось, Аслан. Российская сторона давно утверждает, что США боится их ядерного потенциала, их ядерных ракет, бомб. И после этой встречи и до этой встречи Трамп сказал, что две ядерные державы, что Америка это первая держава, вторая это Россия, подчеркиваю ее второй статус, и так далее. Короче говоря, что это было очень важно, что нет эскалации и так далее. Может ли это быть связано с тем, вот эта встреча на военном аэродроме, фактически Путину не дали задавать журналистам никаких вопросов, каких-то неудобных, неприятных. Сперва пролетели самолеты, бомбардировщик пролетел и истребители, которые, кстати говоря, бомбили Иран. Вот такие вот бомбардировщики бомбили. И был гул, и не слышно было. Потом террорист Путин не в свою машину сел, не в какую-либо другую, сел к Трампу в машину, и вот, короче говоря, они вот уехали. Было видно, что они абсолютно друг другу доверяют, по крайней мере, Путин не боялся, что его арестуют и так далее, и так далее. Может быть, это связано с тем, что Россия так себя уверенно, реально чувствует, что ее боятся Соединенные Штаты Америки, и поэтому была эта встреча, чтобы как бы уйти в сторону для Соединенных Штатов Америки, чтобы не было на нее никакой ядерной угрозы, и таким образом обезопасить себя. Ну, это можно предполагать, но в то же время, если у них есть атомное вот это оружие, вооружение, и всем это известно, что есть, и этим они козыряют в основном. Да. Поэтому связаться с ней в этом плане, там, значит, разозлить медведя, как они говорят, им не хочется. Им хочется, чтобы власти этой страны были адекватные, не люди, а не те, которые идут и убивают по надуманной причине, нарушая международное право. Поэтому западные страны и та же Америка и другие страны, они не хотят рисковать и быть похожи на эти глупые шутки делать. Если в конечном итоге вопрос станет открыто, ведь бояться надо и Америки, потому что у Америки-то есть это атомное оружие. Почему они не боятся Америку или другие страны, которые есть эти, скажем, Англия, Франция, у них тоже есть же это. А то вот только вот у России есть. У России есть, а почему у других стран есть, их не боятся? Потому что эти адекватные люди и нормальные, а эти ненормальные. Это демонстрация вот этого положения. Вот всего лишь так. Поэтому эти страны и другие страны, которые в мире есть, они хотят, чтобы власть этой стране не была такой сумасшедшей, которая не считается ни с людьми, ни с их жизнями, ни их бытом, ничем не считается. И вот так вот кидает их в эту войну, платит им деньги, давайте, идите, убивайте, и все. Мы же видим, что они творят. Поэтому сейчас ясно одно, что если вопрос этот, мы видим, что фактически все эти потуги, которые предпринимает Соединенные Штаты Америки, так скажем, в лице президента Трампа, они ничего не дали. Вот за эти последние полгода или больше полугода ничего не дают. Практически кроме разговоров. Разговоры. Что теперь будет?
Посмотрим, сейчас он поедет туда, пригласит, наверное, кроме Зеленского и других людей, наверное, западных, Трамп. И они там будут, видимо, это обсуждать все. Я думаю, что будут предприняты те шаги, те, которые могли бы быть нормальными для того, чтобы решать этот вопрос в целом. И это надо решать всегда, когда мы об этом сидим здесь и говорим, мы видим, что вопросы, которые решаются на этом уровне, они должны решаться не только на уровне, скажем, этих стран, даже Украины. Это должно касаться и других народов, и тех, которые права должны соблюдаться, и эти народы, в частности, Чеченской Республики или Грузии, Молдовы, и даже тех государств и тех стран, которые Россия в 1992 году незаконно захватила, когда они имели право на свою государственность. А здесь Россия ведет себя так нагло, что мы государство, мы это незаконно созданное государство с точки зрения современного международного права. Они говорят, незаконно развалили Советский Союз. Мол, они, значит, подписали там акт о денонсации, все такое. А покажите, на какой основе вы создали СССР? Кто это создал СССР? Большевики? На какой основе? Разве это было принято тогда, в 1922 году, путем проведения референдумов или по воле этих народов, что вы написали, что это, мол, народы создали СССР? Так это же неправда. Поэтому они, если хотят идти дальше и дальше, то в конечном итоге придем к тому, что вообще России не будет никакой. По историческим раскладкам я имею в виду. Так что здесь такая ситуация, Слан, мне кажется. Приходя к власти, Дональд Трамп заявил первый его основной его лозунг «Сделаем снова Америку великой». Да. Make America Great Again. И если исходить из этой позиции, что интересы Америки превыше всего, то и исходя из ситуации, которая разворачивалась после 22 года, когда Россия, бравшая за 3 дня Киев, повязла в боях, неся колоссальные потери, 23 год, 24 год, практически до прихода Трампа к власти, конец 24-го, может, до конца 24-го, Россия, Путин лично уговаривали Америку разговаривать, встретиться, поговорить. И прежняя администрация полностью игнорировала и заняла очень жесткую принципиальную позицию, что нам всем нравилось. Но после того, как пришел Дональд Трамп, он начал вести такую необычную для нас всех политику. И за время прихода, за время начала этого, и резко риторика изменилась. И как будто, знаете, когда человек просит о вас о встрече, о чем-то, и у вас в кармане все козыри, вы можете очень многое диктовать этому человеку, потом раз, и как будто ничего вы не попросили, и ситуация ровно поменялась. И все, вы друг, вы хороший человек, очень умный, талантливый, способный, и все остальное. И это речь о террористе, у которого по локоть и в американской, в том числе, крови, если учитывать теракты, которые, убийства американских военных в Афганистане за деньги, ну и многое-многое другое, которое происходило, и так далее. И за это время мы видели, что Армения, Азербайджан ушли из влияния России. Молдова, Приднестровье, фактически блокада российских войск произошла. Казахстан демонстративно дистанцировался уже в сторону Китая. Кыргызстан немножко в сторону Турции. Сирия, полное падение режима Башара Асада и установление влияния Турции и Ирана. Там уже получилось. Не везде, не всюду Америка, но опять же видно, что в этом направлении Россия очень много теряет и много приобретает Америка и другие страны, которые, например, могут быть конкурентами, являются или могут быть потенциальными конкурентами России. В связи с этим, сейчас произошли события и происходят события в Сербии,
происходит какая-то революция, тамошние власти утверждают, что это оранжевая революция, опять цветная революция, точнее, и за этим стоят американцы, Запад там, и так далее. Могло ли быть это связано с тем, и сдача Ирана, ну, много-много можно перечислять. Я вообще провел немножко такую работу и пришел к тому, что 17 где-то стран, ну, это учитывая и Китай, то, что занял, и США, и ЕС, и Турция, все, где-то 17 государств Россия лишилась влияния полностью или частично с начала вот широкомасштабного вторжения фашистской России в Украину. И сейчас, когда события в Сербии разворачиваются, может ли это быть связано с тем, что, например, Путин для того, чтобы немножко продлить свою власть, продержаться, чтобы его полностью Трамп не добивал, потихонечку, как, например, какой-нибудь взлетающий воздушный шар, который сбрасывает потихонечку балласт, чтобы держаться на плаву, сдает интересы России, чтобы удержаться, имея в планах, что потом как бы отыграется и так далее. А Украина – это главная цель, за которую нужно держаться. И, соответственно, Трамп принимает эти подарки. Как вы считаете? Аслан, все, что ты сказал, так и есть. Даже мне отвечать не надо, ты все правильно сказал. Именно так и есть. В этом и задача вся Кремля. Они же, им главный вопрос решить, захватят они Украину, а потом все это обратно вернется. Главное у них вот этот момент. Мы же понимаем это. И поэтому он и с Трампом, со всеми говорит, а все остальное потом вернется, если здесь он поддержит победу. Вот такая у него, как говорится, закваски, вот такая цель. Он не будет хвататься за все второстепенное, а будет именно в этом направлении и двигаться. Он и двигается, видишь, как он. И не сходит со своего вот этого утверждения, он понимает. Они прекрасно понимают, все, которые приехали туда, что им и чем это грозит в случае, если они откажутся от этого. Так, Аслан. Мгм. Да. И еще возвращаясь к своему первому вопросу, ну, вначале то, что мы с тобой обсудили, Мгм. когда именно почему Аляска у всех на слуху, вот, почему именно Аляска, и вот слушая одного американского эксперта, он такую интересную мысль сказал, которую вначале сказал, что сейчас, когда появляется искусственный интеллект, для которого нужно будет очень большие мощности электрические мощности, которые у Америки недостаточны на сегодняшний день, потом просто может отстать вот в силу того, что энергетических ресурсов у Америки нет, даже нужно создавать атомные электростанции мощнейшие. И Чукотка, мы знаем, что долгое время губернатором там был Абрамович, находится буквально в 89-90, до 100 километров находится. Чукотка от Аляски. Причем между ними есть небольшой островочек, который принадлежит России. И впрямую, если от этого острова, там где-то 3 800 километров, 4 километра между Россией и вот этим островом. А так 100 километров. И один из присутствующих, вот этот Кирилл Денисов или Денис Кириллов, он является главным лоббистом вот этого проекта построения либо моста, либо туннеля. И Трамп как раз об этом говорил, Путин как раз привез с собой вот этих всех бизнесменов, там, экономистов, инвесторов, Кириллов как раз министр инвестиций, там, Силуанов министр экономики там, и так далее, и так далее. А проект этот, где-то около 100 миллиардов долларов может стоить вот этот туннель. А само население Чукотки насчитывается где-то 50 тысяч человек. Представьте себе, 700 где-то с чем-то тысяч населения Аляски и 50 тысяч это население Чукотки. Кроме полезных ископаемых, население особо пользоваться там
нельзя будет. Может быть, можно, не строя туннель или мост пока, потому что это может быть невыгодно экономически, нецелесообразно, можно будет как-то по-другому. Ну и перекрывать, как говорится, Берингов пролив, чтобы Китай или кто-либо другой не имел права пройти к Арктике, которой льды тают, и сейчас все северные державы, все северные государства очень заинтересованы в этой стороне. Как вы считаете, может быть ли встреча, которая была проведена на Аляске, именно связана с тем, что Россия может уступить Чукотку, скажем так, а потом и дальше лежащий субъект России Якутию? Ну, здесь мы уже об этом частично говорили. Дело в том, что по итогам этой встречи Трамп заявил, как я слушаю разных людей, и сам слышал там в переводе, Трамп заявил, что сделки пока нет. Да. А раз он заявил, что сделки пока нет, все связано с тем, что здесь было, подготовлено то, что вот ты сейчас говорил, и они экономически эти вопросы все хотели решить, а в итоге получилось, что именно то, что требовал Трамп остановить войну, прекратить бомбежку, убивать людей, он все время убивает людей по 1500, по 2000, он говорит там, называя и цифры. Вот он тем самым, не считаясь с Трампом, начал эти действия, мол, заменить, то есть не остановить войну, он на экономические эти рельсы хотел перейти. А здесь не получилось. Здесь говорится о том, что раз он, приглашал бы этого Путина, то ему надо было бы хотя бы после 8 числа включить какие-то санкции против них. Конечно. Так, да? Санкции. Потом надо было бы, может быть, перед тем, как туда, надо было бы обеспечить так или иначе, демонстративно обеспечить Украину ракетами и другими вооружениями, необходимо все это надо было сделать, так? В общем, короче говоря, поставить вопрос о приостановке военных действий и только после этого с ним встречаться, потому что Путин этого хотел. А он здесь еще заявил, что давайте приезжайте к нам в Москву. Он говорит, а почему нет? Туда-сюда, на этом деле, это словесно такое. Но на самом деле, по-моему, здесь сильно, Путин сильно подковырнул Трампа. Даже они не сделали они эту пресс-конференцию, так называемую, где они выступили коротко, а даже никто не мог им вопрос не дали задать. Да. Говорят, там они даже хотели после пообедать или покушать, и это не стали. И разбежались. То есть это тоже о чем-то говорит, понимаешь? Поэтому сейчас говорить, что ситуация так складывается, и она может развернуться в пользу того, что они будут двигаться по тому, как там этот Берингов пролив, там что там они туннель сделают, это сделают, Китай они блокируют. Все это, мне кажется, фантазии, потому что отношения экономические между Китаем и Соединенными Штатами Америки преобладает товарооборот 500 миллиардов. А отношения, там Путин говорил 20 миллиардов. Сравни это все. Ты там 500 миллиардов туда-сюда кидаешь товары, так? А здесь 20 миллиардов. Что это такое? То есть здесь это для непосвященных эти разговоры на самом-то деле. Лучше, если все нормально будет устраивать в будущем, если Китай как-то, в этом отношении построит хорошие отношения с Америкой, ей экономически выгоднее действовать вместе с Китаем, чем с Россией, у которого нет там ни ресурсов, ни людей на этом полуострове Чукотском, так? И то, что они там просто фантазии какие-то придумывают, чтобы завлечь, думая, что
Трамп совсем как бы с катушки съехал. На самом деле это, видимо, не так, потому что если бы он был такой, то в чем его уже второй раз и в президент избирали. Конечно, у каждого человека и у президента есть свои недостатки, но здесь у него какие-то планомерные вот такие вот ходы, и он видит, что его постоянно здесь, теперь уже не только его, и в лице Соединенных Штатов Америки с ним Россия не считается. Вот что происходит. Я так думаю, что вопрос здесь об этих отношениях, которые они хотят построить, я имею в виду Путин и его команда, это не пройдет, я так думаю. Правда, я могу это утверждать на основе тех, скажем, шагов, которые предпринимали до сих пор, и что уже, мне кажется, вот это уже как бы, значит, красная линия, как говорится, есть, которую сегодня мы видим. Дальше здесь невозможно что-то делать, Путин должен со своей стороны уже какие-то шаги предпринимать и должен убраться с территории Украины, убраться с других территорий, но если я свое мнение говорю, и показать, что, может быть, не надо будет им что-то другое сделать для того, чтобы сохранить себя. Здесь вопрос такой, что нужно оказывать давление на эту власть, на эту империю, и только тогда. Но в то же время есть, конечно, и другие более масштабные, как говорится, проекты, которые заинтересованы вот эти большие страны. Китай, Индия, ну и другие, тоже Бразилия та же. Здесь же они вот тоже вот ведут вот такое масштабное рассуждение должно быть, что, откуда, где ослабнет, где, значит, добавится, где, как говорится. Поэтому здесь вот такие вот ходы. И то, что сейчас Россия вот творит, да, это нужно сейчас Трампу и Западу решать. Теперь же известно, уже всем известно, что Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз заключили военный и экономический союз. Мы же знаем об этом. Раз они его заключили, в принципе, теперь они не могут больше от этого отойти. Если он будет отходить от этого, я имею в виду Соединенные Штаты Америки, то, видимо, здесь большие ущербы будут идти. Здесь я, конечно, сказал военный союз, да, но и военный союз, он так и существовал в виде НАТО, я имею в виду это, так? Поэтому вот это вот то, что экономические вот взаимоотношения с Европейским Союзом напрямую налажены у Соединенных Штатов Америки, это уже назад отхода не может быть. Поэтому здесь вот эти две самые большие экономики мира, они объединились. Так что в целом вот в этом направлении и должно двигаться, значит, вот эта ситуация для его решения. Спасибо, Аят. Вот, знаете, мне всегда приходит на ум аналогия с нашей ситуацией. Вы человек, который стояли рядом с Джагаром Дудаевым у истоков нашего государства, и вы лучше вас никто не прольет свет на вот эту аналогию, которая у меня возникает. Ошибочна она или нет. Дело в том, что когда разваливался Советский Союз, тоже, как и сейчас, Россия, когда ослабевает и скидывает свои балласты, точно так же тогда еще больше было у России, у Советского Союза и влияния, и мощностей, и в Европе в том числе, ну, везде, начиная от ГДР, заканчивая там и Востоком, и Западом, и Севером, и Югом, и Латинской Америкой, и даже Северной Америкой, ну, в некоторых местах было влияние у Советского Союза. И вот тогда, когда началась война наша за нашу свободу, за нашу независимость против российского агрессора, точно такая же, как которую сейчас ведет Украина, которая началась бы ранее, если бы мы тогда капитулировали бы или оказывали бы не такое ожесточенное сопротивление и не дали бы 20 лет Зеленскому, Залужному и другим людям в Украине сформироваться в своем свободном государстве, то есть совсем другой, не советской, не рабской психологии. И другие, вообще всех граждан Украины, и не только Украины. И как вы считаете, Аят, когда разоружение, ядерное разоружение было, еще бактериологическое, биологическое, там, и
Билл Клинтон тогда очень похлопывал по плечу Ельцина, который просто уничтожал чеченский народ на глазах всего мира. Сейчас, когда происходит, ну, практически, на мой взгляд, аналогия возникает у меня, хоть и, как говорится, Платон мне друг, но истина дороже. И когда вот это все происходит, ты видишь, что, как вы видите, есть ли аналогия между тем, что, правда, мы были еще хуже, вы, наше руководство и весь наш народ были в еще худшем положении. Есть ли аналогия между тем, что делал тогда Билл Клинтон и делает сегодня Дональд Трамп? Но, как сказать, здесь речь идет, надо более глубже подумать. Аналогия в чем? Аналогия в том, что почему тогда Советский Союз развалился. Вот к этому ты ведешь разговор. Так? Да, Из я имею в этого виду... корня, и оттуда исходит это все. Ну, Тогда Советский Союз имел, да, ракеты, и все это имел Советский Союз, и он изнутри начал гнить, потому что в этой стране не было никакой свободы, весь народ был рабский народ, который выходил работать и приходил домой. Это рабский, какой-то социализм, какой-то коммунизм придумали, и якобы, что мы весь мир захватим и все такое. Так? А в конечном итоге те страны, которые были гораздо слабее ее в экономическом и природном запасом, европейские страны, там, Япония, другие, которые потерпели поражение, они оказались более, значит, способными, более крепкими, более, значит, производительными, потому что они дали свободу в своей стране по созданию экономических ресурсов, свободу политического непреследования, так? То есть свободу информационную. И в итоге это было условие, которое дало возможность этим странам развиться. А в Советском Союзе не было того. И притом там было столько республик, скажем, 35 республик, автономных союзов. И они все как-то угнетались. И даже не в этом было и дело. Да и самое главное, не было свободы личности. Тебя могли бы засунуть куда угодно, в ГУЛАГ, куда расстрелять, убить. Ты не был вообще под этой коммунистической партией, все равно находился куда ни туда, ни сюда не двинешься. Такая была ситуация. И потом, когда в результате вот этого, значит, гонки вооружений, которую устроил Советский Союз, он там производил все эти танки, ракеты, бомбы, все это делал, а на самом деле и все, что у него было ресурсы, нефть, газ, золото, все рассылал по всему миру и за счет этого покупал продукцию и товары для своего населения. А когда на эти товары, скажем, продукцию, нефть, газ и другие цены упали, он оказался в таком тяжелом положении, этот, скажем, Кремль тогдашний, Советский Союз, что не мог даже хлебом накормить людей, километровую очередь. И поэтому возникла такая непонятная ситуация, в которой начали уже помогать даже американцы, ножки Бушу было тогда, говорить, Да. Вот они в этой ситуации и Брежнев, и остальные, которые были, они уже стали умирать. И тогда пришел Горбачев и сделал заявление, что необходимо перейти на другую систему власти внутри. А какую систему? Перестройка, гласность и демократия. То есть свободу дать личность, свободу человеку, свободу народам. Поэтому всем народам была предоставлена возможность, и остальные те, которые были республики автономны, они были подняты, их статус до уровня союзной республики, о чем сегодня все они об этом скрывают. Это скрывают не только они там в Советском Союзе и России, это скрывают даже украинские, даже европейские и другие разные блогеры об этом молчат. Открыто молчат, умалчивают, хотят сказать, что оказывается, эти левее, эти правее, а те не правее. Вот эта ситуация тогда, которая была запланирована Горбачевым изменить, против этого те вот эти, которые во главе сидели этих союзов, 15 республик, особенно Ельцин
и две еще республики, которые мы знаем, Беларусь и Украина, которые там были, они там собрались и начали думать о том, что нужно убрать, собственно говоря, эту систему, а Советский Союз, окружение Горбачева тогда выступило против него, Да, ГКЧП было, понимаешь? То есть да. это был внутренний такой ход. А они все, Советский Союз, говорят, это все связано с тем, что Запад развалил, это то сделал, это сделал. Неправда. Запад действовал, да, он действовал, он развивался, расширялся, он мог цены поднять, опустить насколько можно. Но спрашивается, если ты такая страна и такая власть, почему ты не обеспечил свое население питанием, продуктами, почему не обеспечил специальную, скажем, свободу? Они не смогли, то есть она фактически, это была не страна, а это было, значит, рабское состояние, в котором находился народ. И поэтому Советский Союз рушился, и поэтому именно Горбачев хотел ее преобразовать в какой-то степени. В какой-то степени вот именно по этой линии пошел Китай. Вот Китай он взял как-то, изменил, сделал вот экономические отношения, там, чтобы можно было зарабатывать, все. Они ездили по всей Европе, по всему миру и изучали их опыт еще в 2099 года, я помню. Все Мгм. руководство Китая, до 100 человек они ездили. Я помню, я встречал их не встречал, но я знал, был в Прибалтике, Балтийские государства, они там были, Мгм. да. Везде они изучали, а потом они взяли вот это, сделали, и вот так вышли, и сейчас передовики вышли. А это что? Обладая самыми колоссальными запасами природных богатств, они оказались самыми нищими. Поэтому они оказались в такой ситуации, Советский Союз развалился. Хотя там до конца ситуация была и несколько иначе, эти все переводят стрелку на другую. Сегодня в России несколько иначе система, несколько иначе. То есть они сегодня могут как бы обеспечить, у них есть вот этот тыл, Китай, Индия и другие арабские страны, которые им дают, вот они все же, видишь, продают нефть, газ. Это состояние они приходят, они готовы как тогда, вот такого внутреннего разлада сегодня нету. И маловероятно, что будет, понимаешь? Будет и хлеб будет, и это будет меньше там, они закрывают разные телефоны, WhatsApp, Telegram, все это будет, может быть, и так далее. Но до конца сегодня эта ситуация может. Сегодня другое время, другие условия, понимаешь? Поэтому параллель в этом плане здесь может приводить только отчасти. Вот что я хочу сказать. Мгм. Согласно тому, что говорит профессор, говорил, писал о том, что писал профессор Абдурахман Авторханов, развал России произошел, как вы правильно сказали, никто не развалил его, а сами русские, сама КГБ решила переформатировать это образование, понимая, что они не Они конкурентоспособны. сами Сами. развалили его, потому что они не хотели, чтобы вот это преобразование, которое хотел сделать Горбачев и его люди, его сообщники, чтобы у власти остаться. Они Да, сами его развалили тогда. Это он не развалился. не Это развалился. был развал. Это не Совершенно, был, понимаешь, это был развал. И притом они совершенно. его разваливали не по законам даже, которые были в Советском Союзе. Вот Да, что это. совершенно верно. Совершенно верно. Несмотря на то, что они не конкурентоспособны были, они, понимая, что власть, как вы правильно сказали, может остаться Горбачеву там, или военному, например, классу, который был очень мощный и очень сильный в Советском Союзе, они, КГБшники, решили распустить Советский Союз, чтобы затем собрать его заново, разойтись, чтобы сойтись. Да, да. Основная программа, которая русских очень пугала, это была программа вот СОИ, она называлась «Звездные войны». Об этом как раз пишет Абдурахман Авторханов. Они боялись этого, понимали, что у них все плохо в этом смысле. И я именно вот и хотел спросить вас, проводя аналогию с Чеченской Республикой, Ичкерия и сегодняшней ситуацией, то, что когда все-таки российская, которая абсолютно от слова совсем не федерация, российская такая же империя, которая была и Советская империя,
что они таким вот образом пытались удержать. Вот они ввязались в войну, и вот любой ценой им нужно вот удержать вот по какой-то вот этой своей шизофренической мании мирового господства и своего величия шизофренического. Россия считает, что если она ввязывается в войну, она ее должна довести до конца, и что в случае, если произойдет какое-то откровенное прямое поражение, то для них это как бы катастрофа, которая может их, ну, пошатнуть их строй, скажем, их власть. Не сама Россия, как мы видим, балласты разные государства скидываются, все интересы оставляются, вот, которых я перечислил ранее. Поэтому я вот это имел в виду. Может ли это быть связано с этим? Мы долго говорим и по этой теме, и хотелось бы немного про Чеченскую республику Ичкерия тоже затронуть тему. Да, я понял. Давай вопросы, если есть несколько вопросов у людей, если есть, давай. Да, здесь были вопросы. Давай. Давай, сейчас я тогда... У нас с тобой люди, наверное, тоже хотят вопросы, кто-то есть. Да, сейчас. Сейчас здесь были вопросы. Вот Иса Ахмадов пишет: после преступлений при оккупации РФ в России территории Кавказа, Украины и Европы, какой мир ждет нас, если Украину предадут? Ну, мы об этом уже говорили, какой нас мир. Нас ждет мир, когда вот этот диктатский режим почувствует, что они на коне и будут дальше давить эти все демократические государства, и во главе этих государств будут преимущественно садиться какие-то кланы, которые вечно будут сидеть у власти, если им удастся это сделать. Вот в этом направлении движется это именно власть Путина. Вот о чем речь. Так, если вы видели какие-нибудь вопросы, я просто отвлекался, вы можете их сами... Я просто здесь вот увидел, вот Горбачев прислал в Алматы убивать студентов, вот прислал здесь, Фаиза прислала. Да, это было, я помню, это было в самом начале, да, это было не только туда, и в Баку, и в Тбилиси, это было, да. Но при том, что было, все же вот его отношение к тому, что он делал, он пытался какие-то изменения внести, понимая, что в такой форме это государство больше не может существовать. Вот в ответ на нее вопрос я хочу сказать. Okay. Да. Сейчас я ищу вопросы. Мне кажется, что это просто отвлекающее мнение для населения, простых граждан, которые хотят вернуть свои части земли. Но я заметил, что встреча была по поводу интереса, чья Аляска, говорит Буря. И когда заканчивается передача Аляски? Как вы считаете, будет передача Аляски? Аляска продана Российской империи за определенную сумму, и возврат к этому не может быть. И это связано еще вот с чем. Мы же вот всегда должны понимать, что после Второй мировой войны произошло, скажем, изменение мирового устройства, современном международном праве. Все, что было до, скажем, 1948 года или 1945 года после Второй мировой войны, оно уже не берется на рассмотрение. Оно уже не рассматривается. Если это будут мы рассматривать, скажем, по всему миру, кроме этого Аляски сразу появятся сотни, а то и тысячи вопросов. Начиная даже это Америки, Южной, Северной, всей Индии, всей арабского, африканского мира. Это не берется во внимание. Поэтому мы должны четко понимать, что мы должны и можем рассуждать не о том, что, допустим, Аляска вернуть, так? А рассуждать о том, что в рамках современного международного права верно это или нет. Потому что было тогда заключено соглашение, и принципы есть международного права, устава ООН, что никто не может изменять границу любой страны с внешней стороны, с внешнюю границу. Поэтому-то и речь идет, что
именно вот Россия, она напала, значит, на нашу республику, 5 агрессий совершила она. Она напала на Грузию, она напала на другие государства, знаете, с внешней стороны, и поэтому мы не приемлем все это. А говорить об Аляске, это совсем не приходится. Попробуй они этот вопрос в этом плане поднять, то не случайно там летали эти атомные бомбардировщики над Путиным тогда, им показывали. Так Ну что да. мы должны рассуждать в рамках современного международного права. И все, что мы говорим, именно должны заключаться вот в этом, говорится, кругу современного международного права. Пусть оно хорошее, плохое, его надо дорабатывать, изменять, но оно современное международное право, которое принято после передела мира, после Второй мировой войны. Вот о чем речь. Это ООН, это, значит, принцип международного права, это другие, скажем, международные организации, которые тоже в рамках этого, скажем, принципа действуют в мире. Вот это мы должны понять, поэтому вопрос там они думали, намекали, это все так для тех, которые вот этот вопрос, ну пусть попробуют поднять этот вопрос тогда России. Они тогда, вот эти все тогда поднимутся все вопросы и все эти территории, начиная, скажем, от самой Москвы и дальше все эти территории никакие не российские, не русские. Кавказ не русский, это Поволжье не русское, Сибирь не русская, они все называют это русское. Тогда это коснется их, а Аляска тем более не их и не была никогда. Другое дело, что тогда, когда-то там, в древние времена, 100, 300 или 500, это что было? Если мы тогда будем возвращаться сюда назад, то вот мы и окажемся вот, в ситуации, которая тогда была. А как мы можем сравнить, что было тогда? Сравнить можно только то, что находится в одинаковых условиях, так, и в одно и в то же время. А сейчас время другое. Вот ответ ему. Аслан. Аят, здесь как раз Буря говорит, тоже интересный следующий у него тут комментарий по поводу того, что во время Раша атакует сильнее, чем до встречи, до переговоров, говорит. По мне, когда ведутся переговоры, война должна была быть приостановлена. Как вы считаете, это же вроде испокон веков так было, если вы о чем-то Ну, я разговаривали? как раз, да-да, Аслан, да как раз Да-да, таки я об этом и говорил. Это же было пренебрежение, это же было абсолютно. оскорбление. Это пригласили, а он продолжает убивать украинцев. Это же плевок ему, как говорится, образно говоря, плевок в лицо Трампу Да, или Америке. Вот да. такими вещами заниматься. Это как? Если он Америке это делает, он совсем это, значит, он какой-то или неадекватный, или совсем съехал с катушек, да, или у него он там из себя демонстрирует, что вот я такой, давайте подвиньтесь. Вот в чем дело. Мгм. Сам. Ясно. А, Аят, ну, если можно, по вопросу я больше не вижу. Друзья, задавайте вопросы, пишите, я с удовольствием вас зачитаю. Так, Эд пишет. Я хочу согласиться с Аядом. Система КГБ во время развала СССР вывела капитал для перезапуска. Деньги КПСС, эти доллары были всегда в золоте, на Западе и в золоте, а не в СССР. А сейчас делают то же самое. Как вы думаете? Ну, Через как я думаю, биткоины выводятся сейчас да, большие да, суммы. конечно, могут, да, конечно, это все они могут делать и будут делать. И у них главное остаться в богатстве и при власти. Они о населении своем не думают. Они думают о русских думают или о других. Просто они русских противопоставляют. А русские думают, что они барины, и на всех плевать хотели бы якобы, или наоборот. То есть вот эта ситуация как раз им нужна. Поэтому они Мгм. территории каких-то одних народов, когда позахватывали, эти территории Мгм. взяли, к примеру, вот территорию Башкирии отдали, допустим, татарам, или татарские отдали Мордве, или якутские Мгм. отдали бурятам, или на Кавказе такое же самое. То есть они столько вот накрутили,
что в конечном итоге, что потом там были разного рода противостояния, если даже они уйдут. Поэтому мы как раз-то и говорили, что мы будем действовать в рамках тех правил и только мирно решать все эти вопросы. Чеченская, значит, власть и чеченский народ об этом заявил. Вот так, Слава. Аят, как вот ситуация, которая сейчас разворачивается у нас на Кавказе, как мы видим сейчас Армения, Азербайджан слушал Никола Пашиняна. Знаете, Аят, очень умный человек оказался этот Никола Пашинян. И нравится мне его слушать в последнее время такой. Хотя вначале казался какой-то не такой уж он. По-армянски говорил. Да, но он по-армянски говорит, но там с переводом. Я слушал. Очень толк. Он говорит, что за все время, да, мы, говорит, Нагорный Карабах потеряли, ему там предъявляют, там 3-10. Ну, говорит, вы понимаете, говорит, что мы только сейчас приобрели государственность. Представьте себе, и это на самом деле так. Только вот пока была Россия, у них не было государства. Они боялись России. По факту и Азербайджан, и Россия очень боялись, зная, что будут делать и геноцид армян, и геноцид там азербайджанцев. Это же все делалось с подачи России. Все это происходило в прямом участии или с провокацией России. Так идет. Но что самое интересное, вот сейчас Эрдоган, который очень сильно поддерживал там Азербайджан там, и так далее, как только заключился договор, Турция отошла в сторону. Ильхам Алиев сказал, что Соединенные Штаты, Азербайджан и все остальные. То есть Турция тоже была как бы не особо упомянута. Но сейчас Турция начала активно заниматься возвращением турков-месхетинцев в Грузию, другие места, наверное, тоже они будут планировать возвращение. То есть это компенсации, наверное, будут тех депортированных в 44-43 годах, в 44 годах, когда депортировали вот много народов, в том числе турков-месхетинцев. И сейчас речь идет о возвращении в Грузию их исконных территорий, там, Южной Осетии. Также речь идет об Абхазии, которая якобы боролась за независимость, а оказывается боролась за то, чтобы остаться с Россией. И если эти события будут происходить, как это повлияет на нас? Ведь у нас, кроме Грузии, все остальное вокруг фашистская Россия по кругу нас окружает. И у нас нет выхода сухопутного, по крайней мере. Как это может повлиять? Поможет ли это нам? Здесь ясно, что во главе Абхазии тогда, когда в 1991 году они провели референдум и возвращение Конституции 22 года или 21, сейчас не помню точно, так, то вся Грузия, 99% проголосовала за восстановление своих государств в пределах этого, скажем, этой Конституции, в рамках этой Конституции. И поэтому против них, вот Абхазия, руководство, там Ардземба был, по-моему, да? Да. Это оказался агентом, кремлевским агентом. Они там организовали вот это Конфедерацию народов Кавказа, они там зазывали людей, якобы, мол, Грузия нападает на них, на самом деле это дело. А Южная Осетия, так это, так вот, условно можно сказать, Южная Осетия, там жили осетины, это тоже розыгрыш, который сделал Кремль тогда. Так? Наша республика в этом отношении приняла в рамках тех государств, которые были созданы после развала СССР, мы ровно в рамках тех государств, которые тогда создались, вот это и Грузия, Азербайджан, и Среднеазиатские республики, Казахстан, Беларусь, Украина. Также то, чем мы создали свое государство, строго. И к нам никто не может даже ничего и сказать в этом плане. Другое дело, что 5 агрессий против нас было, и никто нас не поддерживал, потому что они клевету на нас накручивали, постоянно наши провокации делали. Мы были государство, которое только становилось на ноги, и мы 4 побеждали их армию,
которое доходило до полумиллиона человек, военную армию России. Мы их изгоняли и побеждали. Вот о чем сейчас мы можем говорить, так? Так что здесь вот это все забывать, мы не должны никому позволять, чтобы вот так вот пытались вот сказать, что мы там то, все, что мы там фанатики, еще такое. Да, как в любой нации есть какие-то отклонения, есть какие-то преступники, но не в большей степени, чем в любом другом народе. Поэтому на нас это навешивать не надо. И мы, как и планировали тогда планировали создать Кавказский дом, конфедерацию, в которую бы вошли эти республики. Сегодня, по-моему, это эти 3 республики, которые сейчас будут, да? И потом мы и другие территории могут в перспективе объединиться и сделать Кавказский дом, в котором мы будем вместе проживать. Я об этом думал. Кстати, ко мне вот писали, вот сейчас грузины писали по этому поводу вот на днях, просили, чтобы мы связались и где-то провели конференцию по этому вопросу. Вот такая ситуация, Слава. Сейчас, одну секунду. Тут. Буря пишет, может Путин, как вы считаете, Аят, не имеет никакого влияния на свою власть, ну или же не так много его имеет. Это очень странная ситуация, что может сломать русский режим, что смогут опомниться или проснуться. Не знаю, как может убивать одно государство, зачем им законы, если они их нарушают. Как вы считаете, Аят, может у него нету достаточного влияния? Может, там Патрушева? Ну, там, может быть, у него власти нету, но они все повязаны между собой. Если не будет Путина, они чувствуют, что им всем будет тоже каюк. Вот в чем дело. И они связаны. И они экономически связаны, и властью связаны, и кровью связаны. Мы же видим здесь. Здесь и на Западе есть эти деятели, так называемые либеральные деятели, так? Которые тоже мечтают туда вернуться, вместе сесть туда. Ну вот здесь, потому что так повязано все. Поэтому эту систему власти, которая там есть, если она будет и дальше вот продолжать, она может закончиться, но какой ход будет потом, это зависит от других стран мира и как они к этому отнесутся. Вот сейчас ситуация экономическая, военная, и в Украине этот вопрос сейчас практически решается. Вот что. Поэтому слава Украине, и пусть она победит, и мы за нее. Отлично. Полностью с вами согласен, абсолютно. Аят, вот смотрите, как мы видим из истории, Россию всегда спасают. То ножками Буша, то там и так далее, и так далее, и так далее. И вот сейчас то, что самый последний момент, ну там протягивается рука помощи там, и так далее. Система учреждения КГБ СССР, которая раскинулась по всему миру, и в Европе она есть, там, и в бывших, конечно же, в советских республиках она имеется, вот эта система. И это очень удобный инструмент для управления. Да? Это система, которая выстроила просто все отрасли, все полностью, все государство, в принципе, это и есть КГБ. И для того, чтобы захватить Россию или же сателлиты России, Советского Союза, сателлиты Советского Союза, то есть управляемые вот этой системой, учреждением КГБ СССР, не нужно захватывать их территории. Достаточно подчинить себе КГБ СССР. И это такой уникальный в истории случай, наверное, единственный, когда вот система, секретная служба является самым государством. И это большой соблазн, на мой взгляд, отказаться от этого иностранному какому-нибудь там завоевателю или же иностранному противнику, который посчитает, что если я возьму вот этих людей под свое начало, их буду контролировать каким-то образом, я не знаю, как только возможно КГБ контролировать, и американцы, англичане, мне кажется, попробовали после развала Советского Союза проконтролировать их. К чему пришло, мы все это видим. Угроза, ядерная угроза для Европы, для Англии, для США, уже для всего мира уже это разговоры идут. И не может ли быть так, Аят, что
Запад, которому в очереди выстраиваются эти хорошие русские, полухорошие русские, там, недохорошие русские, которые являются частью вот этой системы КГБ СССР. Ну, практически все это выходцы оттуда, и мы всегда можем проследить связь их с этим учреждением. Не явится ли это таким снова соблазном для США, для Великобритании, для Германии, у которой тоже большое влияние это КГБ имеет, сохранить эту систему? И если она сохраняется, я считаю, что все, что происходит, да, они подчинятся, они сбросят все балласты, отдадут Чукотку, Якутию, все, что потребуется, ну, чтобы система сохранилась. Затем они все это вернут, как плесень, которую закрашивают, они снова вылазят, умеют они мимикрировать, у них нет никакой догмы, никакой идеологии, никаких принципов. Это ну, такие аморальные, беспринципные спецслужбисты, которые ну, которых история не знала, наверное. Все спецслужбисты, я могу сказать, это мое личное мнение, далеки от там, принципа там, суперблагородства, на мой взгляд. Но российские КГБшные– это абсолютно слуги дьявола, если уже говорить теологическим языком. Может ли так получиться, что вот этих слуг дьявола, которые притворятся слабыми, больными, принесут все просто, как приносил там Невский хану и так далее, их простят? Возможно такое, Аят? Ну, теоретически это зависит от той ситуации, как это будет складываться для того, чтобы этот вопрос решить, так? Но будет ли это так или нет, непонятно, потому что исключая те вопросы, которые не решаются для этих народов, вот смотрите, сколько народов сегодня в Российской Федерации России, которые они позахватывали обманным путем. И наша территория, которую они военным путем захватили, ну и грузинские, и другие. То есть здесь нужно, в принципе, решать на основе какой-то вот линии, а эта линия, значит, соблюдение принципа свободы, принципа права народа на самоопределение, принципа освобождения оккупированных территорий. А параллельно те люди, о которых ты говоришь, которые погрязли в крови и в той или иной степени, отношение к ним должно быть зависеть от того, насколько они будут способствовать решению этого вопроса. Вот если вот бывает, вот арестовали человека, и если он оказывает содействие расследованию и суду для расследования нормального, значит, выявления преступления, то ему снижает, скажем, вот этот наказание. Я имею в виду в это. Только в этом отношении это должно быть. Иначе это как-то может быть, с моей точки зрения, я не в этом смысле. Так должно быть, мне кажется. Так, Аслан. Мгм. Ну, ясно. Хорошо. Аят, и вот если вопросы есть, друзья, пишите. Если, например, а, ситуация будет развиваться так, как планировали русские, они планировали захватить Киев за 3 дня, помним, мы брали они Грозный одним десантным полком за 2 часа и так далее. Сейчас я вижу, что они планируют построить сектор газа на территории Дагестана, временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия и Ингушетии, ну и, может быть, других там мусульманских. И это прямо уже открыто они пытаются объединить. Даже вот сейчас утонул мальчик, там 9-7-летний мальчик утонул в республике нашей. И туда приехали там с Ингушетии, из Дагестана, там люди. И как будто на этом горе, если не хочу говорить, что его специально утопили там, но могли, в принципе, ФСБ сделать и такое, но на этом горе могли просто сыграть. Туда приехали, ну там и сын Кадырова приехал, и так называемый муфти приехал, и позвали ингушей, и позвали дагестанцев, и так далее. Это как будто там
не знаю, для чего это делать. И потом начали говорить: вот смотрите, мы единый народ, вот смотрите, как нас горе объединило, там, и так далее, и так далее. Могло произойти случайно это, конечно же, но и потом уже как бы пытались на этом, понимая весь резонанс этого, воспользоваться вот ситуацией, чтобы извлечь себе какую-то выгоду. Разные российские ГБшные пропагандисты, разные Курбановы, Мурбановы, вся вот эта бандитская российская вот эта свора сейчас про братские, чеченские, ингушские, дагестанские народы, про это, ну, короче говоря, неоднократно это говорил, но для меня это очень болезненно, и я постоянно пытаюсь на это акцентировать внимание, чтобы не прошло. Как вы считаете, если все пойдет по их плану, могут они создать сектор Газа, чтобы влиять, опять же, попытка сбитого самолета над городом Джахаром, бывший Грозный, азербайджанских авиалиний, чтобы сделать Азербайджан нашими врагами? Шамиль Басаев, который принимал участие в войне против российских и армянских войск там на Горном Карабахе на стороне Азербайджана, заложил такой заряд дружбы между азербайджанцами и чеченцами, что очень сложно вот это стереть вот так одним махом. И азербайджанцы очень хорошо на глубинном уровне относятся к чеченцам. И именно сбитие этого самолета, оно бы способствовало бы, чтобы чеченцы и азербайджанцы разругались. Но Бог, как говорится, все видит, и он предотвратил более масштабную трагедию, и самолет удалось дотянуть до Казахстана, и тогда мы узнали причины, почему этот самолет. Если бы он упал, почему этот самолет потерпел крушение. Если бы он упал бы на территории нашей страны, временно оккупированной фашистской Россией, то мы бы, и азербайджанцы, мы бы не узнали бы все детали. И против Азербайджана и Армении вот этот анклав, в который они собираются, вот это исламистское гетто небольшое, которое они пытаются организовать, с одной стороны это будет Иран, с другой стороны это будет вот наша. Как вы считаете, возможно ли это им осуществить, Аят, и что мы должны делать, чтобы этого не произошло? Асан, здесь мы, по-моему, этого касались как-то, этого Да. вопроса. Дело Я в его том, часто что поднимаю. там вопрос стоит о том, что когда создавалось на этой территории в 1948 году государство Израиль и Палестина, то там они этот вопрос решали, и как будто бы здесь вот противоречие создания, с одной стороны, арабы-палестинцы против создания непризнания республики это, Израиля, а израильтяне тоже против создания их. Здесь вот это вечное такое вот противостояние, и потом вокруг всех этих государств, так, против этого Израиля, вокруг лежат все эти арабские страны. Ты же видишь, кругом одни арабские страны, так? А у нас что? Мы с кем? Мы против кто будет? Мы кто против нас, кто будет воевать? И против кого мы Азербайджан будем? и Армения. И как раз они на этой почве и объединятся против вот Нет, этих исламских они радикалов. против нас-то воевать не будут. Мы с ними дружественные народы. Они Но это знают, все что меняется, да, можно же поменять. оно меняется, но насколько ясно, оно не имеет глубокие корни, как имеет это, скажем, на территории Израиля и этих Хамасов. И как это делают вот Это эти да. вот Иран и другие арабские страны. Они же не объединяются в пользу, скажем, этого Хамаса, эти все арабские государства. Нет. Они часть из них за Израиль, а часть их против. Они, когда против нас Москва вот такие вот делали, значит, убийства и все такое, они даже выступили на стороне, многие из них, почти все выступили на стороне Кремля. Мне приходилось с ними разговаривать о организации исламских государств с президентами. Они не хотели нам помогать, а все абсолютно. А Хамас-то так ездили в Москву и говорили, что мы часть России, нечего, мол, типа такого. Понимаешь? Поэтому для того, чтобы создать вот параллельно вот такую ситуацию,
Там может быть какая-то сложность, которая противоречия, если нам навяжут там, или какие-нибудь там, ну, может быть, какие-то, скажем, недопонимания. Но чтобы это дошло и было вот в таком уровне, вряд ли. И армяне, и азербайджанцы — это народы, которые вечно с нами были, и сколько мы помним даже, они все время, мы с ними дружно жили, и жить будем дальше, я надеюсь, так? А грузин — это вообще это наш близкий сосед, и даже, можно сказать, близкий народ, очень близкий. Так что здесь вот такая ситуация. Сейчас говорить, что это можно так создать или нет, теоретически то, что ты говоришь, да, значит, ты говоришь это все, и же в прошлый раз говорил, не в прошлый или позапрошлый раз, Я всегда значит, это говорю. мне надо привести какой-то аргумент, что вот, а что, почему? Мы что, против Дагестана или против Азербайджана воевать будем, что ли? Нет, мы не будем. Мы, наоборот, за создание конфедерации круглого дома, о котором мы говорили тогда еще. И Совершенно верно. азербайджанцы, Армения и Грузия. Наш президент ездил туда, в Баку, с ними встречался, они приезжали к нам, мы проводили там эти конференции по круглому столу. Так что да, там заложена вот эта основа есть. Ее просто потом надо будет развивать. И мы тогда имели в виду и то, что туда войдут не только территории наши, да, а северокавказские территории, вплоть до Астрахани даже, так? Чтобы мы вошли и там вот создали вот такую конфедерацию, потому что это центр Земли, собственно говоря, Кавказ, где мы живем, это особый район земного шара, где центр. Там вот на юг и на запад, то есть мы там очень хорошо бы, мирно бы сосуществовали и жили бы, развивались. Вот что имелось в виду. А Я, так, твои опасения, ты имеешь право на эти опасения, думать об этом. Но там посмотрим, что будем смотреть, как говорится, Аслан. Мгм. Я аргументы неоднократно приводил, писал об этом, говорил и сейчас говорил, и раньше. И аргумент мой заключается в первую очередь в том, чтобы, например, создавать такую накаленную обстановку между Арменией и Азербайджаном. Сейчас складывается мирный договор, и сейчас нас представить Россия теряет свое влияние на Кавказе, она полностью ослабевает, скидывает эти балласты, чтобы сохранить свою вот эту систему КГБ, учреждения КГБ СССР, ФСБ, и зная, что им придется нести суровое наказание за все преступления, которые на протяжении более века уже совершают по отношению к разным людям. И таким образом, зная ваш план, план Джахара Дудаева, Гамсахурдия, который говорил, и президент Азербайджана, по-моему, это входил, который говорил о создании вот этого Кавказского дома, строится в большом количестве мечетей, попытка сбить вот этот самолет азербайджанский, чтобы нас настроить. Потому что у нас слишком, как вы правильно сказали, слишком очень хорошие отношения с Азербайджаном. Слишком у нас глубокие корни с Азербайджаном. То же самое касается армян. У нас в Ичкерии, в Чечено-Ингушетии, Чечено-Ингушской АСР огромное количество армян жило. И говорили на чеченском языке эти армяне, и как бы мы жили очень хорошо, хоть несмотря на то, что является Закавказье. Поэтому в этом смысле вот, у меня много есть аргументов, я сейчас про все заново перечислять не буду, и вы это тоже, может, слышали, и я буду еще об этом говорить. И переселение туда вот этих палестинцев, так называемых арабов Палестины, которые не всех беженцев берут, не каких-то бедолаг берут, а, видимо, своих функционеров, на которые Россия тратила поколениями, десятилетиями время, средства, подготавливала кадры, это психологи, вербовщики всякие. И Иран именно теократическое государство, шиитское государство, которое у нас внутри нашего Чеченской республики Ичкерия, вот это оккупационное духовное управление мусульман очень часто сводит к тому, что наша религия, суннизм,
она как бы подменяется шиизмом. Ну, много, я не буду тоже сейчас в детали даваться, но если проследить, если люди чуть-чуть, кто может поинтересуется этим, они могут спокойно проследить аналогии, как происходит вот, подмена суннитского толкования ислама на шиитское толкование. Причем шиитами, азербайджанцами у нас отличные отношения, против шиитов ничего не имеем, большим уважением относимся к первым христианам на Кавказе, к армянам, к шиитам азербайджанским. Кто у нас? Евреи у нас живут 500-600 лет на Кавказе, и в Азербайджане, и у нас, и в Дагестане. Калмыки живут, буддисты. Ну, все у нас есть. Это реально, на самом деле, уникальная точка на Земле, где такая большая концентрация народов, религий и всех. И мы не воевали никогда друг с другом, только те, кто приходил к нам, вот с ними у нас возникали. Ну и торговые это пути были и остались. Это очень важно, я поэтому каждый раз пытаюсь говорить, чтобы мы помнили об этом и попытаться, как говорится, подложить солому в случае, если Если упадем. да, если будем падать. Будем Так, надеяться на это, да. Все будет да, хорошо, да, Мовна, все будет хорошо, Асан. да, Мула. Так, что еще, что бы вы хотели бы сказать, Ну, уже добавить? мы с собой почти 1,5 часа с лишним говорим. Да. Говорить много о чем можно. Еще если есть вопросы, нет, давай в основном акцентировать на вопросы, которые задают те люди, которые нас слушают. Тогда их больше будет, и больше будет это, скажем, интерес у них, если мы будем отвечать на вопрос. Есть какой-нибудь вопрос? Посмотри. Да, вот мы, возвращаясь к теме, наш американский брат, мой американский брат и наш постоянный зритель Эд Мамедов задает вопрос Аяду. Я лично очень недоволен, наверное, да, ты хотел написать, нашей администрацией и Трампом. Если я что-то не понимаю, как вы думаете, что будет дальше? Я думаю, что они находятся на пути, в пути поиска этой проблемы, решения этой проблемы. Мгм. Я не думаю, что Трамп агент ФСБ или Путина. Вот что я хочу сказать. Нет, это Вот исключено, это я я. точно не думаю. Вот о том, что все там вот пытаются сказать. Я думаю, что он пытается что-то сделать, и, может быть, у него это не получается. Если кто-то хочет это, надо себя вот попытаться представить в его шкуре и представить, какие проблемы он должен решать. Он практически мировые проблемы должен решать. А посмотрите, мы здесь сидим, занимаемся какими-то, может быть, маленькими проблемами между собой, там говорят, а ему практически все мировые. Там что не дерни, здесь дернул, там дырка, там дернул, здесь порвалось, там сказал, здесь. То есть у него в этом плане проблемы очень большие, я так думаю. Но Мгм. главное, чтобы он вот советует со всеми теми надежными своими там окружением и странами, которые будут поддерживать и строго придерживаться той линии, которая есть в мире. Я имею в виду современное международное право, которое должно развиваться и которое должно вот, распространяться на каждого человека, в принципе. Вот что я хочу сказать. Если он в этом направлении будет действовать, то, думаю, все будет положительно. Мгм. Так мне кажется. Да, Да. так, мы все понимаем, что наша администрация хочет решить этот вопрос экономически и дипломатически. Но фашистская Российская Федерация понимает только силу. Как вы думаете? Понимает она язык Да, дипломатии? я как раз таки, я когда все это объяснял, как раз таки к этому и вел. А наш друг Эд это выразил в моей мысли, выразил сам. Да, да, совершенно Именно верно. Только язык силы понимают русские, ФСБ. Да. А, Иногда вот людям, которые не жили, не общались с россиянами, не сталкивались непосредственно, не воевали, как, например, Трамп, который
занимался бизнесом и только так внешне общался. Очень трудно психологически понять, как это возможно. И тебе предлагают хорошие условия, тебе все предлагают. Будь человеком просто. Дело в том, что нет людей просто, как вы сказали. Мы там людей на переговорах, когда вы были, мы там людей не видели, вы сказали. Как Да, да, эти людоеды уничтожали наш народ. Это совершенно верно. да. Совершенно верно. Ясно. Есть еще вопрос? Здесь Есть? вот Ахмед задает вопрос, Аят. Нет дела, говорит, до нас никому, ни до нас, ни до палестинцев. И ведется ли работа по паспортам ЧРИ? Ну, какая работа по паспортам? У нас паспорта есть обозначенные, вышли. Их только, как только мы освободимся, надо и все, значит, как положено, их размножить и раздать нашему населению. А те паспорта, которые здесь самозванцы, типа такого, что они делают, это не паспорта, а это разного рода попытки Сувениры. изобразить из себя власть. Да, это сувениры. Да, Бяхмобил. сувенирные, и притом они же там говорят, еще продают их там. Ну, Да. это известная вообще вся ситуация. Здесь вся беда в том, в этом смысле, что здесь на Западе находится агентура российская из числа чеченцев, которая этим вопросом занимается, изображает себя представителем нашей власти или даже пытается, даже приехал сюда беженцы, себя пытается изобразить какими-то деятелями, связанной с властью, легитимной властью нашего народа. А это совершенно неприемлемые вещи, которые они пытаются навязать. Единственной легитимной властью здесь являются те люди, представители, которые не предали свою страну, свою конституцию и волю чеченского народа. А те, которые отошли от этого, какая бы там ни была партия или религиозное движение, или какие-нибудь там еще, все это люди, которые выступили против решения нашего народа и нашего государства. Это должны все понимать. И все, что от них там идет, они раздают разные какие-то медали, ордена. Это все не то. Это позор, если даже вот европейские политики принимают от них. И это потакание им как раз-таки, вот эта слабость, можно сказать, и невосприятие того, как это дело есть, как-то вредит нам. Но в то же время думаешь о том, мы-то сами вот разбираемся во всем или нет? Мы, допустим, мы разбираемся в любой, скажем, позиции, которую та или иная страна занимает, или то или иное движение занимает. Поэтому здесь вот это вот движение, вот это все агентура, вот, о которой мы говорили, российская, она сильно, значит, финансирует, этим занимается. Знаете, они бегают здесь, подхватили разные там, ну, скажем, телевизионные или какие-то блогеры, или еще какие-нибудь там, и которым мы знать не знаем, кто они, так они занимаются нашей проблемой, как будто бы. И все это выражает, а смотришь на них, смотришь, это агентура российская, занимается нашей проблемой, и нам понятно, чем они занимаются и для чего понимается. А вот те, кто является легитимным представителем нашего народа и власти, они против этого потайно против них ведут борьбу и изображают тех самозванцев пророссийских агентур, изображают властью. Вот чем они занимаются. Вот здесь вот такая ситуация. Аслан. Совершенно верно, Аят. Говорить надо вот только так, да. Нам необходимо, еще раз повторюсь, нам необходимо признание нашего государства, как вот оно есть, как вот сделали украинцы, они очень хорошо и правильно сделали. Это было наше предложение, так? И теперь, после того, как это было сделано, теперь, значит, есть некоторые деятели, называть фамилии, да, можно назвать всех, они были против вначале. Теперь они, значит, записали это все, если что, они были против. Оказывается, это не признание, оказывается, это не то, это нам нужно по-другому. Какие-то самозванцы пришли, вот эти вещи говорят. А вы хоть разберите, в чем дело.
Нет, они начинают с ними разговаривать невозможно, они неадекватны, они в оскорбительной форме разговаривают. Чего ж с ними, если они вот так вот себя ведут, становиться похожим на них, что ли? Нет, мы должны работать в направлении решения нашей проблемы таким образом нашего народа, как это было сделано им правильно в 90-м году, в 91-м году. Так что здесь наша задача в том, чтобы бороться за признание нашего государства как оккупированного государства, которое необходимо деоккупировать и восстановить наше государство на этой территории. Вот и все, Аслан. Да, совершенно верно, Аят, как вы правильно всегда говорите, нужно нам сперва, как Джохар говорил, но нам самим нужно сперва признать свое государство, самих себя, не идти на поводу у разных провокаторов, обманщиков, и тогда и другие нас будут признавать. Да, вот Совершенно. здесь мне вот посмотришь, неизвестно откуда взялись, здесь бегают, наши проблемы Чеченской Республики занимается. С Да, кем да. занимается? С агентурой российской. Конечно. Посмотрите, интервью берут, рассказывают, обращаются к каким-нибудь там западным или другим политикам. Вот они так переживают за чеченский народ. А на самом деле агентура вся. Да, совершенно верно. Поэтому это очень изощренная работа этих спецслужб российских. Ну, может быть, и не все, а здесь я всех не могу, как говорится, да, но, по крайней мере, те, которые наглядно сейчас действуют, не понимая или понимая, они работают вместе с теми, хоть как-то, если они их поддерживают, они работают в пользу Кремля. И это должны понимать наши люди. Молчать, ничего не делая, сидя, это тоже потакать этим нашим врагам и тем решениям, которые принял наш народ против этого, значит, потакать Кремлю. Да, Слава. Да. И еще по поводу этого сувенира. Давай, По поводу этих сувениров, что был случай, точно мне об этом рассказывали, что возбудили уголовное дело за как бы поддельные документы, как бы это человек был привлечен, как бы людям не разъясняют, что это сувениры, люди начинают везде показывать, как паспорт, когда их спрашивают, типа, я гордо показываю, что я гражданин Ичкерии, а тебе иди сюда, что ты тут фальшивку тут предъявляешь. Потому что если вы носите в кармане фальшивые деньги или фальшивый паспорт, вас за это арестовать не могут. Просто как сувенир это у вас может быть. Но если вы, например, заплатите этими деньгами или предъявите этот паспорт где-то фальшивый, липовый, то в этом случае вы совершаете преступление. Надо вот посмотреть еще раз продолжение этого. Посмотрите эти паспорта, которые носят. Посмотрите, какой герб там. Герб там, который там есть, он совершенно другой герб с какими-то 8 или 9-конечными звездами. У нас герб 5-конечные звезды. Так что и посмотрите в самом низу, где они пишут, что это как раз не документ, это просто, ну, скажем, типа сувенира, бумажка всего лишь. И этим они пользуются, понимаете, людей обманывают. Вот такая ситуация. Ая, вот возвращаясь к теме про попытку сбитого вот этого самолета азербайджанского и неудачная попытка. Тогда мы помним, что взрывы домов в 99 году организовал и взял на себя фактическую ответственность Николай Патрушев. И сейчас вот этот взрыв, попытка сбития самолета, азербайджанского самолета над нашей столицей, можно ли сравнить с тем, что и тоже неудачная была вот эта попытка сбития, сравнить с тем, что взрывы домов в 99-м, чтобы обвинить нас, можно ли провести аналогию? Ну да, вот Рязанский сахар, помнишь? Рязанский сахар 2:0. Вот, можно, конечно, потому что наши люди не взрывали никакие дома жилые, ни в Москве, нигде. Да. Наши люди только шли туда, если шли, то шли только для того, чтобы остановить войну и решить мирным путем требования. Да. Потому что они убивали наших людей, не давали даже ни спать, ничего. Постоянно бомбили день и ночь людей. Да. И поэтому наши воины хотели прийти туда и сказать, давайте остановим войну, чтобы мир это увидел. Вот в чем дело. А на это изобразили из нас
и наших людей изобразили как бандитов, как террористов. На самом деле это были очень благородные люди, которые говорили: остановите войну. И Да. никто из них не требовал никакие миллионы и миллиарды, не требовал никакие самолеты, чтобы какими-то украденными документами или деньгами уйти. Нет, они требовали только остановить войны. И шли туда, даже готовы умереть, но чтобы остановить войну и чтобы наш народ не уничтожали. Вот что это было. Да, совершенно Это верно. наши люди должны знать, да. Совершенно верно. Так, наша администрация говорит, Джек Хоппер, я в принципе согласен, что вы говорите, полностью с тем, что вы сказали. И вот удалили, правда, зря, хороший был комментарий. Эд Мамедов, наша администрация должна посмотреть, фашистская Российская Федерация, ей наплевать на народ. Пусть все в ФРФ будут подыхать от голода, но вести свою фашистскую политику. Надеюсь, наша администрация наконец-то поймет и будет, и наконец-то поймет и решит. Ну, надеемся, Эд. Дорогой друг Эд, мы вот, как вот гражданин Америки, обращаюсь я к вам от нашего президиума и нашего народа, мы имеем на это право. Пусть ваша страна, ваш президент признает нашу страну как оккупированную незаконно страну, как это сделала Украина. Пусть Соединенные Штаты Америки этим займутся, и это будет сильнейший удар, именно сильнейший удар, и притом обоснованный с точки зрения права, международного, все, со всех точек зрения правильный удар, потому что мы создали свое государство в рамках международного права. Мне приходилось бывать в Нью-Йорке и Вашингтоне с этими, ну тогда разговаривать с разными людьми, наверное, уже нету, они уже на тех должностях, поменялось. Но тогда они тоже, вот мы этот вопрос и тогда поднимали. Так что вот такая ситуация, это. Мы обращаемся к вам как гражданину, обратитесь к своему президенту. А мы в любое время мы будем этот вопрос муссировать здесь на Западе и дальше тоже будем им заниматься. Совершенно верно. Так, это разве не нарушение закона и конституции Раши, когда просто в руины превратили города? Не это ли терроризм, говоря только про Украину или мир, в котором мы живем, ничтожная власть, которая не признает этот терроризм, говорит Буря. Полностью с тобой согласен, Буря, полностью. Конечно, это нарушение, это преступление, это геноцид, это преступление против человечности. Мы почти уже 2 часа в эфире. Если больше нечего там добавить, вам что-то прокомментировать, предлагаю Ну, не завершить. то, что нечего, лучше давай закончим, потому что люди устают тоже, потом смотрят, наверное, долго. Да, слишком долго, да. Баркала, Дейрей свой. Спасибо, друзья, всем. Масан Дейрей слышу. До свидания, спасибо. До свидания, всего самого хорошего. Адикюэль Машоль.